Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Доброго вечера. Здравствуйте. Ну или здравствуйте. 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 Слава Украине. Ух ты, интересно. А за что? Ну, почему, за что? Ну, давайте так. Вот если Вот вам это давайте, давайте я вам просто вот объясню. Вот смотрите, Украина... если вам это Ну подождите, ну не перебивайте, я- я же объясняю. Вот смотрите, не написал, я Сань, говорю. тихо. Не, подождите. ну, я прошу прощения. Вы спросили меня, почему, я вам отвечаю. Если вам это не имеет никакого отношения, я вам это не говорю, что вы должны это говорить. Ни в коем случае. Вот и все. Это сказал мой товарищ по Украине. Ну, то есть, допустим, вы говорите, не хотите, желаете, пожалуйста. Давайте поговорим. Мне просто интересно, вот смотрите. Украина вышла из состава СССР в 91 году с пятой экономикой в Европе. Я прошу прощения. Да. Подождите, я не договорил. Украина вышла в 91 году из состава СССР, у нее была пятая экономика в То Европе. есть мы просто... Прошло, Да. подождите. Что дальше? Прошло 30 лет. Через 30 лет Украина стала самой нищей страной в Европе. Это достижение или как вы считаете? С чего вы взяли, что у нас стало самой нищей страной? Вас по уровню жизни Молдавия обогнала. Вас по уровню жизни Молдавия обогнала. Это международная статистика, это не я придумал. Вы видели статистику жизни в России? Видел. И что? И все. Ну, что, и все. Скажите, что сейчас производится на территории Украины? Ну, там машины, трактора, я не знаю, самолеты. В Украине сейчас война, сейчас ничего не производится. Что А, делается сейчас на территории России? все. Что все? Ну, что вас интересует? Ну что? Ледоколы, в космос летаем, самолеты, корабли, автомобили. Что еще надо? Чего ж тебе еще надо, собака? Всё. Самолеты, корабли, автомобили. Да. Ну. А что, подождите, война когда у вас началась? У вас когда война началась? А у вас когда началась? У нас началась в 2014 году война. Ага. А с кем вы воевали в 2014 году? С Россией. Ага. А откуда зашли российские войска? С Россией. Не, а где был бой-то пограничников? Ну, когда идет, понимаете, да? Когда одно государство вторгается в другое, пересекаются. На территорию Украины. В 2014 году. Где зашли? Через какую область? Как? В каком количестве? Почему со спутников нету? Луганскую шли. Не Через было. Донецкую, Луганскую. Не было. Ну, а границу где пересекли? Не было, Ну, как они пересекли границу? Знаете такого там Стрелков, Гиркин? Это не знаю. Это доброволец, это не то. Стрелков и Гиркин. Моторова. Это не регулярная российская армия, это добровольцы, ребята, не путайте. У вас в 2014 году американцы бегали по Харькову. И все на это закрывали глаза. Скажите мне, где было пересечение... Подождите, ребята. Скажите мне, где было пересечение регулярных российских войск территории Украины? Разные мнения. Почему разные мнения? Почему 8 лет ОБСЕ и ООН не подтвердило нахождение регулярных... Не надо меня перебивать. Почему в течение 8 лет ни ООН, ни ОБСЕ не подтвердило нахождение регулярных российских войск на территориях Луганска и Донецка? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьете этим вопросом. На территории Луганской и Донецкой республики, по вашему мнению, в Не течение было. 8 лет не было. Не было. Не было, да? Нет, не было. Красавцы.
Поедете, спросите у местного населения, они вам все расскажут. Ну, Да. конечно. Ну, я, У меня много знакомых с Луганска и с Донецка. здравствуйте. М. Ну, просто я уже говорить. Меня зовут Саша, как вас, я не знаю, Саласлав. приятно. Я не буду вообще с вами говорить, ну, в том плане, что там кто прав, кто не прав, или кто виноват его, потому что она такая очень, я не знаю. Я считаю так, что каждого есть человека свое мнение, и это как минимум уже правильно. У меня, Всё. у меня никаких сомнений нет. Не, ну это ваше дело, правильно, это ваше право. Вот скажите, пожалуйста, по Да, вашему мнению, пожалуйста. по вашему мнению, российские войска когда вторглись на территорию Украины? Какого числа, какого года? В 2014 году. Не было такого. Не, ну, Числа не скажу, Подождите, числа- подождите, я с вами уже пообщался, дайте оппоненту. Пусть он свое мнение выскажет. Вы уже свое высказали. Потом будет что добавить, а одно время вы добавите, не переживайте. я считаю только одно. То, что, допустим, не то, что когда вошли войска... Нет, ну подождите, я задаю вопрос. По вашему мнению, когда вошли российские войска, Не, в каком году и какого я- числа на территорию Украины? Вот по вашему мнению. Я вас чую, что кажете. Как по мне, российские войска вошли еще при Богдане Хмельницком, когда был союз, Ну, скажем кстати, так. да. Если мы уже так говорим, Это куда они зашли? Вы Куда они знаете пошли? такой 1852 год? это когда... Тогда еще, ребят, тогда еще Украины не было. Чего вы начинаете? В смысле не было? Тогда еще, блин, Москвы не было. Украина была, а Москвы не было. Нет, была Москва, ты уже знаешь, была Москва. Я могу сказать одно. Ну, Москва, Кричишь. не с Москвы Россия началась, а Россия началась с Ладоги, потом с Новгорода, потом перешла в Киев, потом перешла в Москву. В смысле перешла в Киев? Ну, подождите. Вот ну, так. Киев, Пришли править. В смысле Москва перешла в Киев? Вот скажите тогда мне, в чем смысл строк великого поэта? В чем смысл строк? Как нынче сбирается вещи и Олег отмстить неразумным хазарам. Это о чем? Я в курсе про разложение. Я знаю, что, знаю историю неплохо, я в курсе про Новгород и вообще, что это, в принципе, одно из начальных, пониманий вообще из России. В принципе, я Да, понимаю, ну, о чем при чем тут Москва? Ну, тогда Украины не было. Москва ни при чем. Ну какой вы тупой! Почему у Украины флаг утрированный вот этот, пикирующий сокол? Это герб, А при чем это герб флаг? старой Ладоги. Ну зачем вы? Зачем меня перебиваете? Флаг у вас вообще... Флаг у вас вообще Австро-Венгрии, уважаемые. У вас флаг Австро-Венгрии. Флаг Австро-Венгрии. Да, нижней земли Австрии. Не, Причем тут Украина? Вот я не знаю, почему здесь Украина. знаешь, реально, подожди. Человек говорит правильно, нам в какой-то момент, когда была Австро-Венгрия, был такой момент, что нам, это один из моментов, что нам подарили тогда флаг такой. Было такое, да, я не спорю, я и знаю историю, я прочитал Хорошо, летописи, Трезуб. Трезуб. Так а что Трезуб тоже есть моментов Ну, непонимания Трезуб того, что... Трезуб да, это герб старой Ладоги. Ну, это одно из понятий. А еще трезуб был, это была танга. Лыки, когда Хазары тангой племели скот. он ставил в угол себе трезуб. Я тільки не чую, про це решили. Да, я не спорю. Да, это моменты, конечно, такие есть. В этом плане есть много. В истории вообще есть много нюансов. Это... А вот скажите, пожалуйста, Украина как государство в каком году появилась? Я могу сказать, что это просто Ну, отделенное... это опять снова не сложно понимаю. мне сказать, Блин, когда... уважаемый кучерявый друг, дайте сказать Ну, оппоненту. а ты думаешь, Ну, когда ну, она появилась? Не, подождите, не надо, как я думаю. Вот человек, я знаю, изучал историю. Мне интересно его мнение, вы нас перебиваете, но это не культурно. Помолчите, Хорошо, вы не помолчите, будете. пожалуйста. Думаешь, когда она появилась? Интересный собеседник, мне интересно с ним поговорить, но не с вами. Я задал вопрос не вам, а вашему другу.
Я знаете, как я могу сказать, что, допустим, не, ну, конечно, можно много, конечно, говорить про Киевскую Русь, там много можно глагольствовать, это все, конечно, понятно, и до, и после, и во время, и это все, конечно, все ясное дело. Как понимание Украина, ну, понятно, что, конечно, там есть разные книжки, там, какие-то есть, я понимаю, там, про 13 век. Я понимаю, что это, конечно, полный бред, потому что там, знаете, там, когда было одно выражение слово Украина, и типа, что нужно этим концентрировать страна Украина, что такая уже была, это, конечно, тоже полный абсурд. Я прекрасно это понимаю. Будь проще и говори на понятном языке, на понятном для людей языке. То, что, допустим, ну, хорошо, как я считаю, да, что как вот вы просто меня спросили вопрос, и я просто на него отвечаю, да? Будет более правильно. Как стали себя называть некоторые люди? Нет, смотрите. Я задал простой вопрос. Хорошо. В каком году Украина появилась? Согласен или Не, подождите. В каком году Украина появилась как государство? Кто ей в то время управлял? Давайте так. Богдан Хмельницкий, Иди домой! Ой, Богдан Хмельницкий был гетман и присягал на верность царю Российской империи. Не было Украины как государства, не было такого. Я спросил вопрос. Украина как государство, когда появилась и кто ее управлял? Получается, в 1917 году. Нет. Первое, это есть. Государства не было. Не было. Была держава. Была республика. А это что, не имеет отношения? 1187 год. Нет. Почему? В Хорошо. смысле, я тебе говорю. Вот смотрите, 1187 вы говорите слово «держава». А как у вас держать по-украински, в вашем родном языке? Еще что? Держать, как по-украински? Держать, как по-украински? Держать? Да, по-украински как? Тримати, и что А дальше? почему-то у вас держава, а не тримат? Как-то не состыковывается, вам не кажется два слова? Нет. Причем тут твое, Это не мое. І держати чого? Ну, є Но вот начинает. У вас есть слово триматы, нет слова держать. Держаты. Если вы добавляете одну букву к русскому слову, оно не является украинским, ребят. Хорошо, давай, по-твоему, что дальше? Украина как государство образовалась в 1991 году, когда республика вышла из состава СССР. Ні, это факт, чего? Да. Стоп. Не, ну, так оно и есть. У нас ми празднували незалежність в цьому році, такого року, від 91 року. Це так воно і є. Ну, то есть, всемирно признано, так как бы оно не было, так есть. Я даже слова не имею. То, что у нас есть отсылки к нашим племенам и нашим там населениям, это одно дело. А то, что, допустим, вот есть официальное, документальное и в этом все понимание незалежность Украины, да, 91 век, так в принципе, как и Россия. Потому что... Да ладно. Вот смотрите, во-первых, Украина вышла незаконно из состава СССР. Украина вышла незаконно из состава СССР. И ведь, подождите, я же объясняю. И весь внешний долг за СССР перед всем миром выплатила... Да, блин. Ну вы дадите мне объяснить или нет, уважаемый? У вас словесный понос. Сходите в туалет, пожалуйста. Я смотрю, вы уже хотите. Почему незаконно? Да потому что незаконно вышли из состава СССР. Почему? Потому что. Объясни, почему. Почитайте Конституцию СССР. Читайте. Нет, там... да, знаю Конституцию. Подождите, я вам не об этом. Я вам не об этом. И внешний долг СССР за все страны СССР выплатила одна Россия. Поэтому мы правопреемники СССР.
Да. Да, я знаю. Ну, Я СССР понимаю. на себя взяла, не вопрос. Ну, Украина отделилась. Ну, и чего достигла Украина чего достигла, подождите, уважаемые, чего достигла Украина за 30 лет независимости? Знаете, я ж не думаю, что... Ну, кто мы лучше провели нас. Саша. по закону, Ладно, хочешь, скажем я так, не по закону СССР. Александр, Мы Александр, знаете, с вами хорошо торт жрать. провели референдум. Не поправишься. Вот с ним хорошо торт кушать. Не поправишься. Он рот не дает открыть. Хорошая шутка. Вот, может быть, чуть-чуть поспокойней. Ну, референдум мы провели в 2021 году. И что дальше? И стали жить лучше. Неважно, стали Вот как смотрите, а где ваш харьковский тракторный? Подождите. Юридически, Ну, давайте. не давайте надо меня перебивать. Где ваш Харьковский тракторный завод? Что производит сейчас на данный период времени ваш Харьковский тракторный завод? Что он производит? Где ваши Николаевские верфи? Где ваш Мотор Сич? Где ваши Кразы? Где ваши Лиазы? Вы что сейчас производите? 30 лет вы продавали наследие СССР. Какой новый город у вас возник после развала Советского Союза? Хоть один новый город, какой вы построили? Так а зачем нам новый город строить? Правильно. Сколько развязок вы Зачем? построили? Сколько развязок вы на дорогах построили? Чего Украина достигла за 30 лет независимости? Мне просто интересно. Мотор Сич профукали, Николаевские верфи прослали. Вы что, ну... Я говорю, знаешь, я в казино налью. Там, Да, не вопрос. А было благо, я не против. А вы знаете, что 17 марта 1991 года был ваш референдум на территории Украины, когда было 70% населения Украины за сохранение СССР? Не, у нас, по-моему, было 90 с копеечками за сохранение независимой Украины. Я говорить не знаю, потому что, допустим, знаете... И это был нормальный референдум. Был всесоюзный референдум. И многие страны сказали, республики, сказали, да, мы желаем остаться в СССР. Но вас поманили, как и в 2014 году, вас поманили труханами кружевными. Просто уже общаешься, человек уже пару минут беспрерывно просто крича и всякие-то неприятные именно изъяснения из себя. Не просто Я задал один простой вопрос. За 30 лет, ну с чего достигла Украина? Какой новый автомобиль выпустила? Новый там катер, я не знаю, самолет. Блядь, да у нас дороги, блядь, лучше, чем у вас, блядь. Мы ездим, блядь, по нормальным дорогам. Когда вы были на территории России? По какой-то херне, блин, ездим. Уважаемые, когда вы были последний раз на территории России, даже, допустим, в Белгородской области? Я живу в Белгородской области. Когда вы последний раз были в Белгороде? Да у вас, сука, газа нету, блядь. У вас, блядь, ебаная ваша, блядь, стране, блядь, там, где, блядь, у вас газовая страна, блядь, у вас, блядь, ну... А где у нас газа? Где у нас газа нету? Где у нас нет газа? Да, блин, Краснодар ваш, блин, хорошо. Нерентабельно. На Кавказ нерентабельно вести. В Якутию нерентабельно. А вы знаете, что... Подождите, уважаемые мы бешеные буржуи. Газовая страна, блядь, у вас самое больше газа, блядь, чем у всех. Вы понимаете, у вас какое образование? Юридическое, да. Я вижу. Вы знаете, что нерентабельно вести газ в отдаленные районы. Проще отапливать электричеством. И дешевле. Это ваши люди. Так отапливаем электричеством дешевле получается и лучше. Вам не жалко ваших людей? Так они не мерзнут. Они не мерзнут. Или я буду... В смысле не мерзнут, блядь, они, блин, охуевают. Пусть пойду покурит, а. Пойди покури, пожалуйста, родной. Пойди покури. Да, я у тебя вижу здравомыслящий человек. Общайся, Саша, я не могу общаться. Ну вот пойди, покури там, не знаю, оправься там.
Никакого слова сюда не кидаю. Всё, Вообще. я Вообще. покурю, я все. Вообще. Я снова извиняюсь. Снова здравствуйте. Ничего Я, страшного. я просто, знаешь, я пока, ну, я, прошу прощения, я выпью Мазрам. Да, во благо, во благо, во благо. Я не- Да. Дякую. Ну, у себя в помещении, у себя. Ну, Просто я хотел объяснить, Что? я хотел объяснить молодому человеку, что в Москве... Я прошу прощения. Я думаю, как человек разумный, понимаете, когда человек выпивший, объяснение как бы излишнее, правильно? Нет. Вот смотрите, вот даже в Москве, Да, если пожалуйста. дом превышает 12 Дом? этажей... Дом. Ну, пусть небоскреб, скажем так. Да. Газ ведут только до 5 этажа. Выше уже идет электрическое и отопление, и все. Потому что это взрывоопасно по технике безопасности. Точно такая самая ситуация, только у нас по-другому чуть. У нас, если... И вот просто, знаете, вот для сравнения, допустим, в Америке иметь свою стиральную машину – это роскошь. У них до сих пор прачечные. Потому что дорого, свет дорого. Более проще, это Ну, дешевле у них. И прочее, и дешевле. Вот то же самое, я пытаюсь человеку объяснить, что дешевле электричество. Я объясняю, что дешевле Якутию отапливать электричеством, чем газом. Это нерентабельно. Конечно, дешевле. Ну, провести трубу через просто нереальное количество километров, это будет стоить... Это реально, но это не окупится. Это не купится никогда в жизни вообще. Вот о чем я Даже говорю. Вот о чем я Калина, говорю. там где много нефти и газа, и Сахалина, даже туда везти, допустим, через море в Якутию, это все равно будет очень дорого. Это на то население, это абсурд. Ну, то есть это нерентабельно, нецелесообразно. Хороший мальчик. Ну вот мне подсказывают, выше 10 этажа сейчас можно газ, выше 10 нельзя. Не, у нас даже чуть по-другому. У нас как, допустим, Вот смотрите, я вас перебью на секундочку. Вот Да. почему, допустим, там появляется какая-то вышка нефтедобывающая. Рядом сразу строят завод нефтеперерабатывающий. И потом это сырье либо морским путем, либо железнодорожным пересылают на другие территории. Потому что трубы вести нерентабельно, обслуживать такой километраж. Это как, знаете, может, я Ну, думаю, вы меня поймете. Это как, морской поток, знаете, который в Германию шел. ты, блядь, Вы не понимаете, там окупается, потому что там платят деньги. Это, знаете, говорят многие, типа, а зачем, типа, строят на нефтевыдобище, ставят трубу газовую, там не просто горит пламя постоянно. Это как бы, я вижу как человек разумный, вы это понимаете, что это как бы сделано зачем-то. И это делается... Это делается стравить давление, чтобы шахта не взорвалась. Все правильно, да, вот, конечно. И этот газ горит не просто так, что просто горит. Нет. А многие, это, знаете, это типа газ, там, пустить там где-то вот нужные русла. Небо обогреб. Но кто не знает технических нюансов, тот так и скажет. Маленькое выражение, объясни, что я просто человек понимающий. То есть, я там снимал областные олимпиады по первому месяцу там, по географии, в таком понимании. Ну, если вкратце, чтобы я просто там много ничего не говорил. Ну, вот как-то вот так. А по поводу Украины и России. Мне, вот, если честно, мне очень жалко здравомыслящее население Украины. Очень жалко. Потому что многие живущие на Украине, им не нужна ни эта война. Им это нафиг ничего не надо. Люди хотели жить, спокойно работать и зарабатывать свои деньги. Бывает такое, что вообще нужна война, это же сам треба понимать, что Вам такого уважения не существует. Вот он опять пытается меня вывести на эмоции.
Не, ну, ну да, это ясно. Но это я просто не считаю, что нужным. Не- И всё. любому здравомыслящему, нормальному человеку, тем более, который помнит, сколько Россия, в том числе Украина вместе, бок о бок перетерпела войн, сколько было потерь, сколько было потери генофонда, никто не пожелает войны. Ну вот кто-то Ну, поманил, почему-то Уханами. немножко У меня только один вопрос. налейте ему рюмочку. Ну, мешает. просохла горлышко. Александр, выпейте рюмочку. Мне только вот, кстати, у тебя уже Я-то рюмочку выпью. Ну, Ну, ладно, почему ладно. Россия наш генофонд Мы уменьшает? же общаемся как с человеком, а не как с другом, правильно? Ну, Не, я ну, не нормально считаю, что когда общаться, я же не спорю. из общения Вот мне просто интересно, вот вообще вот очень простой вопрос. было такое, я сам это знаю. То есть, Ну, лично, да хрена людей, ну, я не спорю, Слушай, да, ну, можешь много просто, людей в Россию пожалуйста, Сань, пожалуйста, переезжало, паузу сделайте. там, зарабатывало деньги, ну, что Пожалуйста, дальше, блядь, паузу сделайте. все делать. Есть, и такое есть, я же не спорю, ну, как бы, ярок есть, ну, то есть, ну, даже мой дядя, ну, то есть, было такое, что у нас, было такое, что у него дома не было что жрать, прям реально, ну, ярок есть. Ну, И он не мог найти работу в Украине, он ехал, блин, вот сейчас вспомни бы название, это, блин, уже просто уже выпивший, это получается вот на північі, а я просто русский это плохо Ну, понимаю. Белгород. На північі России, там где-то, я Архангельск, и там вот прям за ним где-то вот вверху, ну, там какой-то такой есть город. Ну, так не важно. не суть, не суть. Да, не суть дела, как бы, да. Он там, получается, вот был, работал по стройке, все такое. Ну, Хотя, опять же, ну, вот я просто, ну, ну, да. ездили и в Мурманск, и в Владивосток, и в Якутию. И вахтовым методом работали ребята, и Не, ну, нормально. И раз говорил на службе в Украине. Тоже дядя говорит, что, вы знаете, говорит, что тоже очень все видносно, ну, в том плане, что, то есть, допустим, там центр областной, да, вот там все так більш-менш, а десь там, короче, блядь, по-русски, я извиняюсь. Да, говорите, я понимаю. Я буду сразу говорить по-русски. Где-то, короче, он отъезжает от центра областного, там, знаешь, там, какой-то там у вас это, да, в деревне, да, вот, да. И, Ну, типа и Николаев там, и Тернов. да, дело не в том. И там вот его что удивило, быт, именно деревень, когда вот, допустим, вот женщина может, там, знаете, вот ей там лет, там, допустим, 30, да, вот, допустим, и она вот такая вот, ну, не, ну, там, конечно, хозяюшка, все такое, что там пытается что-то там все сделать. Но вот его то, что как бы там могут выпить женщина, могут выпить там кончак, там, сивухи, самогон, или там, я так уже могу ошибаться, понимание. А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно! Вы мне плюнули в душу! Вот. Выпить там с мужчиной, выпить там и все такого, и вот там поесть капустняка, и там щи. Просто его это сбивало в разумінні, потому что у нас такого немає. Ну, как бы есть, ну, нужно, ну, сильно меньше. Да ладно. И, в принципе, как бы женщины чуть-чуть... Ну, это, как бы, это же не про все моменты, просто некоторые взятые моменты. Нет, смотрите, это все местечково, это все понятно. Но вот смотрите, мы сейчас с вами до чего дошли, да, в нашей беседе? Вот что, Да. если ребята с территории Украины ездили к нам на заработки в Россию, мы хуже жили, чем Россия, ой, чем Украина. Вот это поворот! Нет, да, когда это было лет тому, Ну, получается... было такое, да. И сейчас, ребята, и сейчас ездят, и на вахту ездят, и нормально зарабатывают. Не, это было где-то лет тому где-то 12, да. У вас реально были зарплаты где-то раза в 3. Ну, И сейчас ездят украинцы. И многие получили гражданство России. Вам только одно изъяснение.
из уважения как к человеку, как к общению, говорить не украинцы, а украинцы, потому что это Я так привык, как бы, не обращайте внимания просто. ваша привычка. Я просто прошу как бы как из уважения, как бы из... Да, потому что, Не обращайте внимания, я так привык с детства. Я долгое время жил в Якутии, мои родители, с Белгорода, и я как говорю, так и говорить буду. Просто понимаете, к чему мы договорились? Что? Мне очень жаль адекватное здравомыслящее население Украины. Мне жаль. Но 30 лет мы реально продавали наследие СССР. Продали Николаевские верфи, КТЗ распродали. Запорожца не выпускаете. Где ваш отличный мотоцикл? Да подождите, Сашенька. Где ваш... Вот смотрите, ребят. Давайте вот группа сравним вот по одной категории. Был мотоцикл Днепр, есть мотоцикл... Подожди ты, что такое нетерпеливый? Я тебя слушаю, Есть мотоцикл Урал. Где мотоцикл Днепр и где сейчас Урал? Урал сейчас производят в Японии ажиотаж. В Японии от наших мотоциклов. Урала. Это уже я даже не могу, потому что мы не в России, я не знаю, что такое. Где сейчас производят автомобиль «Москвич»? Я скажу тебе правду, да, как есть, да. Есть автомобиль «Москвич», есть. Посмотри, давеча выпустили электромобиль. Возобновили производство «Москвича». Вот буквально полгода назад. Какой китайский? Какой китайский? «Москвич». А посмотри, пожалуйста. Посмотри, пожалуйста. Автомобиль «Аурус». Минимум 14 миллионов рублей стоит. Российский. Минимум 14 миллионов рублей. Ты вот знаешь, производство что? Российское, как что? У нас стоит до сих пор... Точнее, сборка российская. Да, Да? Сань, подожди. Вот и до российский автомобиль. Не, подожди, блин. Назови мне хоть один автомобиль, хотя бы, который вы китайский хотя бы собираете. Может, бог с ним. Хоть один китайский автомобиль, какой Украина собирает? Не российским, нам нахер не надо, блин, Да вам ничего не надо. В космос летать не надо. Где ваши мрии, скажи мне? Где ваши мрии? Да у нас нету, производства автомобилей. А мы не говорим, что как тогда будет выживать? Берете китайские, вы говорите, что это ваше. Как тогда будет выживать государство, если нету производства? Ребята, вы в Запорожской области 30 лет не можете мост достроить. 30, лет. Россия за 3 года. Крым мост ухерачила, блин. Что, подожди. Да, получается, автомобильное сообщение, железнодорожное, за 3 года. Ты заебал. Я вообще, знаешь, это все как понятно, это кажется ясно. Можно я ж не меряюсь в России. Давайте, хуя мериться не будем, все равно. Объясни мне, подожди, я тебя перебью. Вот объясни мне, мой говорливый друг, как может выживать государство, ни хрена не производя? Экономика на чем будет строиться? Ты имеешь в виду, что Так вы же нашу экономику расхуярили, блин, Вы 30 лет продавали наследие СССР. Вы 30... Подожди. Где ХТЗ? Вы его разворовали. Украина сейчас Украина ничего не производит. Ничего. Не добывает ничего. Немножко не ошибаешься. Чего реально разводит? На самом деле, давай реально, я просто сам понимаю, сам знаю, реально... Да, вы до хрена чего Почему Украина 30 лет стоит и просит кредиты у МВФ? 30 лет вы стоите с протянутой рукой. Дайте денег. А понимаешь, их потом придется возвращать.
Если бы вы не зашли, блин, мы бы... Да мы не заходили, мы только зашли. Год назад, мы только зашли. Завода было. И то, знаешь, почему мы зашли? Ну, снизили, да, Мы вам снизили, предлагали. да, Мы вам предлагали Минский 1, Минский 2. Вы отказались. Хотели с Россией воевать? Попробуйте. Минске 2 условия какие были? Какие были условия? Расскажи мне. Ну, скажи ты, какие были условия. Ну, я Но с знаю. тобой разговаривать бесполезно, мой юный друг. Ну, скажи, какие условия были. Ну, элементарно. Вот ты мне расскажи. Ну, Вот скажи мне. Вот скажи. российские войска, Да не было там российских войск. Никто их не видел в 2014 году. Что ты мне рассказываешь? Что ты мне басни тут плетешь? Зачем ты? Доброволец. Подожди. Доброволец. Доброволец. Да. Он не был служащим российской регулярной армии. Он пенсионер. Он захотел и по воле души поехал защищать свой народ. Русскоговорящий. Он не был... Ну и что теперь? Что он гражданин Российской Федерации. Ну что, тогда находился в регулярной армии России? Нет. Пенсионер. Взял и поехал. Ну, но если не ошибаюсь, он был служащий... Не был он. Он когда-то им был. Он уже был на пенсии. Это доброволец называется, понимаешь? Ну, когда-то был, ладно, хорошо. Ну, то есть вот смотри. То есть ты не отрицаешь, Почему? что российские войска ушли на Донбасс? Не было их. Я тебе еще раз да? объясняю, не было. Шахтеры... Вот скажи мне, как бы перекинули группировку, допустим, 5000 человек через границу, чтобы этого никто не заметил. Представляешь, как бы Америка взвыла, как бы Европа взвыла. Воевали шахтеры? Да. Подожди, говорю, воевали шахтеры? Да. Да. Красава. Они красавцы, молодцы, они отстаивали свою землю. А вот теперь скажи мне, Сашенька, а почему в 2014 году, подожди, ты меня дослушай, почему вы АТО объявили Луганскую и Донецкую, а не полезли в Крым? Крым-то тоже уже отжали? Почему в Крым? Крым отжали. А почему в Крым не пошли отвоевывать? Почему? Нет, подожди, ты сейчас попой не виляй. Почему не пошли в Крым? А знаешь почему? Потому что в Крыму... Потому что... Не, дружочек, знаешь почему? Потому что вот именно в Крыму находилась регулярная российская армия. Вы поняли, что там огребете. И вы полезли на Луганск, на Донецк, где не было. Вы полезли на Луганск, на Донецк, где не было регулярной российской армии. И ты не видел, когда люди, местные жители останавливали БТР и танки голыми руками? Не было. Там были ваши сраные добровольцы, которые типа добровольцы. Ну, слышишь, наши сраные добровольцы вам люлей напихивали 8 лет. 8 лет. Сашенька, а почему ты не в окопе? Сашенька, почему ты не в окопе такой ярый воин? Почему ты дома сидишь, в тепле, бухаешь? А кто за тебя захочет? А ты почему? Вот патриот Украины. Я патриот. не хочу. А кто за тебя это сделает? Я не патриот. Подожди, ты уже не патриот, ты нормальный человек. Угу. Очень странное выражение. А ты чего не в окопе? Я свое отслужил, мне 47 лет. Меня призовут, я пойду. Я офицер запаса, мне 47 лет. Приходи. Куда мне прийти? Тебе на твою пьяную морду посмотреть. Ты даже как автомат заряжается. Какой из тебя воин? Ай, унылое пытание. Я не могу.
А оружие на Майдане откуда появилось, скажи мне? И почему, когда Майдан закончился, спилили нахер все деревья? Так какая хрен разница? Чтобы не было видно, кто откуда и по ком стрелял. Что ж, ну, что было на Майдане? Давай поговорим. Ну что, про Майдан. были печеньки Нуланд с наркотой, был чаечек. Все скакали. Москаляку Ну, на ты деляку. А где это было? Был? Это показывали Это по был всем ты центральным видел, телевидениям. Иосиф, ты видел Это печеньки? показывали по всем центральным телевидениям. Всех, Ну, по вашему телевидению всех показывали. видеостанций мира. Ты что? Ну, это по вашему А телевидению. скажи мне, а кто сжег? Кого сожгли в Одессе 2 мая? О, красавица. Вот тут давай поговорим. Кого сожгли? А ты читал списки погибших? Все коренные одесситы, все украинцы. Ни одного русского. Ну, я смотрел. Все коренные одесситы. И кто кого Давай, сжег? Кто кого давай сжег? поговорим. Подожди, кто кого сжег? Украинцы украинцев. Ну, говори дальше. Я все сказал. Ты меня услышал, я надеюсь. А кто кого потом спасал? Где кого? Где кого спасали? Слышишь, на годовщину ваши нацики принесли не букеты цветов, а шашлычки принесли. Они радовались. Они радовались, что сожгли свой же народ. Ты Ты глазки разуй. Там, где наши украинцы Я видел, как ваш спасал с пистолетиком. Рот закрой, когда я говорю. Какой пистолетик? Я тебе рот закрою. Я видел, когда ваш начальник МВД, люди пытались спастись, выпрыгивали из окон. Он их с пистолета отстреливал, а люди на земле их добивали арматурами. Вот это я видел. Вот это ваше братство украинское. Сашенька, разве ноги, проспись, иди нахер. Все, ты мне уже не интересен. Пошел вон.